Семья, помимо прочих вещей, держится на интимной связи мужчины и женщины. Да, действительно, есть такая проблема, что нас больше волнует, как наш брак выглядит по форме, чем по содержанию. Интимная близость – это про получение удовольствия. Давайте вернемся теперь в наш крымско-татарский мир. Это не просто опасная игра, это на самом деле, громко скажу, это насилие над партнером. Женщина в семье, как личность, выросла и ушла уже значительно дальше, чем мужчина. В наш век интернета оставаться тупым – это сознательный выбор. Селям алейкум. У крымских татар есть трепетное отношение к любви. Это чувство описано поэтами, пересказано пословицами. И вообще это абсолютно легитимная эмоция для крымских татар. Но со временем этот романтический шлейф сменился абсолютно конъюнктурным словосочетанием или конъюнктурным определением «семья». Мне кажется, что со временем институт семьи и брака стал меняться, и крымские татары не стали исключением в этом смысле, и для крымских татар отношение к семье тоже поменялось. Мы сегодня будем говорить о семье, либо о отношениях мужчины и женщины, что является для нас важнее. Это внутренняя энергия, либо этот институциональный смысл, который мы вкладываем в эти отношения. Итак, семья, как на ваш взгляд, дорогие собеседники, коллеги, что это такое для нас с вами, для нас, для крымских татар? Это все еще институт брака, да, или институт семьи, или это все-таки отношения между мужчиной и женщиной? Все-таки я склонна говорить о том, что это отношения между мужчиной и женщиной. Есть все основания полагать, что на сегодняшний день все меняется именно в эту сторону. Мы уже не создаем отношения просто для того, чтобы выйти замуж, допустим, если я говорю по женскую сторону, да, выйти замуж, обрести какой-то финансовый достаток, какой-то статус, положение в обществе, и просто как будто бы мне от этого станет легче. Нет, я ищу партнера для жизни, с которым у меня была бы эмоциональная, крепкая связь. И тогда мне было бы легче противостоять всем невзгодам и, возможно, внутренним... Смею предположить, что вы будете уникальны в таком восприятии брака, да, и семьи, да, или отношений, точнее. Возможно. Да? Почему? Потому что мне кажется, что у каждого из нас есть какое-то свое представление, да, о том, каким должен быть брак, и мы этот образ семьи, этот образ мужчины и женщины и тех отношений, которые могут с ними складываться, мы им несем с собой. Да? И иногда эти образы, как хрустальная какая-то ваза, ломаются о реальность, так сказать, да, в которую мы попадаем. Мне кажется, что создавать эти образы, есть такая опасная игра в эти образы. Не кажется ли вам так? Нет. Пожалуйста. Это не просто опасная игра, это на самом деле, громко скажу, это насилие над партнером, потому что ты накладываешь на него то, что ему не свойственно, а потом ты еще начинаешь это требовать, да, и партнер как бы, а что ты от меня хочешь-то, да? Я-то тут при чем? Моя любовь из другой сказки, да? Да, то есть мы все из своей сказки. Отношения для меня это в целом про ответственность и про разговор. То есть, ответственность не такая, что я с тебя что-то буду требовать, да, и когда какие-то там проблемы внутри семьи или еще что-то, каждый человек, мужчина то или женщина, в первую очередь должен задать себе хороший такой вопрос, что я делаю такого, да, что мой партнер именно таким образом со мной обращается. То есть, когда мы чем-то постоянно недовольны, он такой, он сякой, да, всегда возвращаешься к себе. Это и есть отношения, это и есть разрушение этих иллюзий. Потому что тебя всего лишь зеркалят. Ты получаешь и находишь в первую очередь себе того супруга, которого ты хочешь, а не того, кого ты себе вообразила. И наша иллюзия – это всего лишь затыкание наших дыр, наших внутренних дефицитов. Есть у меня там недолюбленность, мало там внимания, или со мной как-то не так плохо обращался отец. И я под эти свои внутренние дыры ищу себе мужчину. Поэтому этот вопрос, что я делаю не так, что он со мной так обращается, он как раз-таки развеивает эти иллюзии и возвращает нас в нашу настоящую реальность и справедливость отношений. Когда человек снимает с себя эти все одежды, да, и остается таким, как он есть, да, я имею в виду одежды наших иллюзий, да, и остается
Ну, давайте подогревать будем эту тему. У нас все-таки тема звучит как супружеский долг, и он остается голым, да, по сути дела, в этих отношениях. Что происходит с браком, да, что происходит с отношениями мужчины и женщины? Это всегда трещина? Это реальность и ответственность. У нас общество живет по принципу «я вырасти вырос, а повзрослеть забыл». У нас люди строят отношения из позиции ребенка. «Дай мне, я хочу, дай мне». И все. А кто тебе обязан что-то давать? Для нас супруг, как сказала Ирисмаль, да, это наш партнер. Да, нам эмоционально хорошо, да, нам классно, да, мы классно проводим время. Но настоящая зрелая любовь, она подразумевает такой момент, что ты не липучка. Ты не Вот вы сейчас сказали очень важную вещь. Настоящая зрелая любовь. Вот этот вот большой эмоциональный восторг, который мы испытываем в начале взаимоотношений, но он может держать мужчину и женщину на определенном градусе. Да? Что происходит потом? Потом мы ударяемся об бытовуху, так называемую, и все. И здесь наступает время коммуникации, здесь наступает время ответственности, которая у нас, эта опция провалена буквально, да. И здесь начинается, да, ты не так сармашки заворачиваешь, ты, там, не знаю, не так уборку в доме делаешь, ты ведешь себя не так, как вел себя там мой папа и так далее и тому подобное. Начинается кризис. Начинается кризис. Наверное, подсознательно человек чувствует себя обманутым, что ли. Вот когда эти иллюзии куда-то улетучиваются, как мы это называем, розовые очки. Период романтики заканчивается, бытовая часть съедает эту романтику. Начинается какой-то кризис. У крымских татар, конечно, за последние 30 лет мы видим изменения, касающиеся семьи, да даже касающиеся быта. Потому что все это взаимосвязано. Если 30 лет назад крымские татары после возвращения, наверное, сообща со своим партнером шли к чему-то, и, как сказать, была конечная цель, куда шли семьи, то, наверное, это... Какая конечная цель была? Куда шли семьи? Ну, я назову слово «благополучие», но это, наверное, чуть не то слово. То есть это общие мечты. Вообще, Бахштанность я так бесцеремонно обрываю, но пока мысли возникают, нужно пользоваться этими мыслями. Да? Вообще семья должна иметь цель, или она должна наслаждаться вот своей жизнью, собственно говоря? Этим кайфовать, грубо говоря, друг от друга, да? Или мы должны вот ставить цель, и вот семья должна двигаться. Просто семье, у которой есть цели, им легче находить смыслы, опять же, в кризисные периоды, почему им лучше держаться друг за друга, почему им вдвоем, скажем так, это будет легче, проще, интереснее. Но, знаете, вот сегодня вы меня, когда, собственно, дали мне обратную связь в начале, говорите, может быть, с вами будут не согласны. Вот у нас сегодня такая тема, когда мы обсуждаем большого слона, и вот каждый рассказывает, как подошел к этому слону, что он увидел. И свою проекцию. Да, свою проекцию. И, в принципе, каждый внесет свой вклад. И я очень рада этой возможности. Если у меня есть возможность говорить о своем слоне, и я понимаю, что я всего объять не смогу, вот я бы била в одну точку. Я бы обратила внимание ваше и наших слушателей на такую теорию, которая была предложена в середине 20 века. Спасибо, значит, Джону Болби и Мэри Эйнсворт. Теория привязанности. Вот эта связь, которая возникла у ребенка с матерью, она как будто бы очень многое потом предопределяет в будущем. Но это не говорит, что это однозначно, это только прямая взаимосвязь. Но если у маленького младенца, ребенка была мать, которая была чутка к его нуждам, потребностям, эта связь была достаточно надежная, такая эмоционально предсказуемая, то и ребенок, качество его жизни, конечно, с самых первых дней совершенно иное. И, собственно, он легче вступает в отношения, исследует этот мир. Почему я к этой теории привела? К тому, что мы работаем с тем, что здесь и сейчас. Но в том, что здесь и сейчас, очень много отсылок все-таки к тому, как он воспринимал мир изначально. Безусловно, скажем так, родительский опыт и опыт, который ты получаешь, точнее, опыт, который ты получаешь в семье, он, безусловно, влияет
на то, как ты дальше выстраиваешь взаимоотношения. Но, знаете, я недавно слышала такую мысль, если ты взрослый человек и можешь там себя накормить, напоить, помыть, одеть, обуть, то зачем перекидывать... тебе жениться, выходить замуж? Не про это, а перекидывать ответственность там, на, условно говоря, трагическое детское какое-то прошлое, то как-то безответственно, скажем так. Я к чему? Мы говорили о том, что у нас семья должна иметь цель, да? Для меня, мне кажется, что семья – это в первую очередь комфортное времяпровождение. Я сейчас не говорю о бытовых целях, да, каких-то. Это союз каких-то близких людей, которые, живут и развиваются вместе. Для меня это вот как бы идеальная картинка про семью. Не знаю, насколько она у нас уже созрела ответ. Хочу высказаться. Давайте высказывайте. Позвольте. Просто вот все, что я сейчас услышал, я с этим согласен практически на 100%. Окей. Но давайте вернемся теперь в наш крымско-татарский мир. И все-таки Не у нас... романтичный. Нет, почему? Он Я просто романтичный? хотел сказать о том, что у нас вся эта история сейчас несколько гибридная. У нас... Семья вы имеете? Да, у нас все еще много каких-то архаичных представлений о семье, каких-то консервативных взглядов, стереотипов. И также уже появляются вот такие вот осознанные люди, которые берут на себя ответственность, пытаются стать взрослыми, разговаривать, общаться в семье. Но давайте не будем забывать, как много у нас людей, для которых важно услышать то, о чем вы сейчас говорите. Потому что мне дан такой инструмент анализ. Я им иногда пользуюсь. И я наблюдаю такую тенденцию, что... давайте как есть буду говорить. Давайте, конечно. Некоторые люди заводят семью, потому что испытывают как раз-таки вот это самое давление крымско-татарского общества. Когда ты выйдешь замуж, когда ты женишься. Я вот своими глазами наблюдал несколько случаев, когда человек заводит семью, потому что ему все вокруг говорят, чего ты? Особенно женский пол, да? Да и мужской тоже. Женский, у него мужской, у женского больше пола юмор, немножко обострена эта проблема до 25, может, а у мужчин чуть позже. Машалла, очень точно подмечено. Действительно, есть вот у женщин такая... Конечно. Это у всех есть такая история. Просто на тебя уже смотрят по-другому. Ты выглядишь странно. Там какой-то обратный потом отчет начинается. Да, и у нас все-таки семья все еще, как мне кажется, не совсем осознанная вещь. У нас, мне кажется, тут даже не про осознанность. Понимаете, как у нас же все направлено на выживание, и поэтому семья – это ячейка общества, которая должна родить не меньше 4 детей. Должна. Слово «должно» везде. Мы же не просто так тему обозначили про супружеский долг. Я не знаю, кто что подумал, но мы про долг, да? На самом деле, мне кажется, вот это долженствование, которое присутствует в нашем обществе, оно сильно искажает те возможные отношения и те счастливые возможные отношения, которые могли бы быть. Ваш опыт коммуникации с вашими клиентами, пациентами, как правильно называть? У нее пациенты, у меня клиенты. Клиентами, пациентами. О чем мы сейчас говорим про крымско-татарскую? Да, вот хочу услышать фидбэк, да, с чем приходят, какие проблемы, и в 2 словах буквально. Если мы будем говорить про долг, то это, знаете, как я должна выйти замуж, а потом, а что я с этим буду делать? А зачем мне это надо? А как мне тут... Отношения всегда коммуникация, как вы сказали. И если я должна, то это, знаете, такая вот жертва, которая принесла себе на алтарь, я вам все отдам. А что отдавать? Да, то есть что я должна получить, что я должна дать? Это такая путаница, потому что я не понимаю конечной цели. Когда люди поймут, что конечная цель – это вот отношения, это наша потребность любого человека. Мы настолько социальны, нам настолько нужно тепло, близость, любовь, взаимопонимание. Просто потрындеть вечером перед телевизором. Для меня, если мы вернемся к предыдущему вопросу, цель – это сами отношения, потому что это удовлетворение огромной нашей потребности. Человек обязан удовлетворять все эти потребности. Но если мы их будем удовлетворять как извращенцы, извините за это слово, это будет не семья. Это будет галочка в каком-то журнале, который я повешу на стенку и скажу, я отчиталась. А когда срок моей жизни подойдет, уж такая грустная тема, да, я оглянусь назад и посмотрю, что я жила с человеком, которого я не знала, которого я не понимала, который не понимал меня. Я ничего не получила от этих отношений. И это я передам детям.
Что передадут детям наши молодые семьи? Ну, давайте так сразу. Вы все тут все женатые, да? Все замужем, все женатые. Давайте я буду тянуть, так сказать, лямку разведенных сама за всех сразу. Причем постараюсь говорить об этом с позиции мужчин и женщин. Попробую, по крайней мере. Сравнительно недавно, да? Вы в браке? Да. Плюс-минус, да? Каков опыт? Вы мужчины, вы забирали. Вы забирали девушек из дома. И как это выглядело, и как этот процесс притирки, скажем так, каков он был? До брака уже понимал ту нагрузку, которая падает на плечи девушки, которая вот-вот скоро замуж выйдет. Потому что, ну, зачастую она полностью переходит в другую семью. То есть у других национальностей так или иначе, ну, у всех по-разному, но немного отличается, чем у крымских татар. У крымских татар это, ну, ты полностью становишься частью другой семьи. И, конечно, это, ну, какой-то стресс для девушки. Если мужской пол готов как-то успокоить девушку, подготовить ее к этому заранее, ну, потому что у нас свадьбы так или иначе бронируются все банкетные залы намного раньше. Процесс растягивается в жизни. Если он в этот конфетно-букетный период готов немного, ну, внушить ей это спокойствие, то, я думаю, для нее это как-то безболезненно. Ну, не прям безболезненно, но легче, естественно, пройдет. Вообще, ну, мое мнение примерно таковое. Если ты адекватный человек, если ты... Эмпатичный. Да. То в целом, я думаю, многие вещи должны преодолеваться намного легче, чем в классическом понимании, как вот то, что мы видим вокруг нас. Это классическое понимание, что это сразу сложности, это хайнана, вот это все. В принципе, я думаю, двум адекватным людям, ну, можно договориться. И все люди, которые вас слушают, сидят и думают: я адекватный. Да. Ну, никто не назовет себя неадекватом, очевидно. Конечно, я согласен, да. Ну, если мы говорим вообще брак и взаимоотношения между хайнаной, невесткой и так далее, это, ну, наверное, также все скажут, это про уступки, да? Но понимание слова «уступки» у нас почему-то, наверное, немного искажено. Уступки — это когда, наверное, люди думают, что это твое эго должно чуть-чуть пострадать. Прогнулся. Ты тут прогнулся, да. Это же неправильно. Я поэтому говорю адекватно, я не имею в виду, что... Я имею в виду, что если твой внутренний стержень достаточно крепкий, и ты, ну, скажем так, уважаешь себя, и любой аргумент, любой комментарий, любую критику готов воспринимать, ты устоишь. То есть Он говорит, если у тебя изначально надежный тип привязанности был сформирован, да. и ты строишь также вот такую крепкую эмоциональную связь с девушкой, то, в принципе, ты сможешь устоять, договариваться, будешь проявлять к ней определенную эмпатию, понимая, в каком она положении. А в семьях у нас принято обговаривать, да? Я не знаю, вот у вас как-то обговаривалось, что вот ты завтра женишься или выйдешь замуж, да, и тебя ожидает вот это, вот это, вот это. Ты должен быть готов или готова к вот этому. Ты до 23 должна быть замужем, у меня должен стоять внук на пороге. Примерно. Я должна всем родственникам показать: вот внук, у нас все окей. Вот тут была свадьба, вот здесь были эти, да? Да, я хочу чуть вот про привязанность. Смотрите, это же не катастрофа, ну не сформирован, ну ты пойдешь к психологу. Ты просто включи ответственность, Вот пойми, у меня нормально, спокойно. Сходить к психологу. А еще лучше это к семейному, муж-жена, да, что у нас, к сожалению, редкость, и меня это печалит. Но для меня это про ответственность. Вот все равно я всегда возвращаюсь к теме ответственности. Ответственность — это взрослость. Когда я ответственный, я понимаю, что если мы будем говорить про девушку, которую забирают, да, что действительно, вот как сказали, она приходит в новую семью, для нее все новое. Что мы делаем, когда мы приходим на новую территорию? Мы знакомимся. Ну, вот элементарно. Давайте отбросим вот эти уступки, давление, долги, трудности. Мы знакомимся. Это прикольно прийти на новую территорию. А у вас как? А у меня вот так. А у вас вот здесь как? А у меня вот так. Блин, ну здорово же. А давайте попробуем и то, и то. Давайте чемоданы научиться соединять. Не отстаивать свою территорию, как эти львы там, или эти обезьяны там в джунглях. Да? Мы люди, мы общество. У нас есть классная штука на нашем теле, которая называется рот. Это настолько уникальный инструмент, особенно если он соединен с мозгом, который будет вам давать возможность правильно коммуницировать. Один современный психолог как-то сказал: в наш век интернета оставаться тупым — это сознательный выбор. В наш век интернета оставаться
безответственным, не понимать, как решать свои проблемы. Это сознательный выбор. Если ты тянешь свою семью в омут, если тебе классно сидеть каждый день эмоциональные качели, нам по кайфу, когда нас колбасят, когда нас унижают, когда из нас делают жертву. Но это настолько много энергии тратит, что мы становимся бесполезными. Абсолютно. Мы как та листва, которая с деревьев упала, дворники замели на мусорку, да, она даже перегной не дает. Мы бесполезны, просто потому что мы тратим свое время не на то. Да, мне кажется, любые отношения, да, когда мы приходим в эти отношения, они это про возможность, во-первых, коммуницировать, а во-вторых, развиваться в этих отношениях. И вот это вот развитие, опция развиваться в отношениях, мне кажется, у нас в крымско-татарской среде точно она упущена каким-то образом. То есть ты дожил до определенного возраста, у тебя появилась семья, ты эту миссию выполнил. Все, что вы еще от меня хотите, да? То есть, а если еще и дом построен, и дерево посажено, и тут какие-то дети бегают, то все, миссия выполнена. Когда все это построено, посажено, выращено, что остается мужчине и женщине между собой? Наслаждаться мы можем, когда мы оба развиваемся. Вы опять загораетесь, а не давайте. Я загораюсь, потому что я опять же вспоминаю... Вот все, что вы говорите, я опять же с этим абсолютно согласен. Вы конформист. Но вы уже забегаете немножко наперед. Вы забегаете в те отношения, в реально осознанные, ответственные отношения. У нас таких Давайте, у нас это редкость. Все еще, к сожалению, у нас это редкость. У нас так или иначе люди до сих пор воспринимают семью как... вот, к сожалению... Мы почему-то до сих пор обсуждаем, что скажет Хайнана, и это... Да вообще это не должно касаться на самом деле. Здоровую, нормальную семью. Не должно касаться. Вот вы сейчас такие сакральные вещи говорите. Подождите. Нас слушают люди, которые, во-первых, к этому не готовы. Во-вторых, это... Давайте так, Хайнана, неважно вообще, его родители, ее родители, это родители. Вот просто сказать, ее мнение нас не касается, это неправильно. Ее мнение нас касается. Поэтому я приду, я спрошу, как вы думаете? Хорошо, я обязательно учту ваше мнение. Выйду за дверь, сделаю по-своему. Но вот просто не касается. Почему это нечестно? Я взрослый человек. У вас свои иллюзии, свои ожидания, да? У меня своя жизнь, и я несу ответственность за эти последствия. Я знаю, что если ей потом будет неприятно, скажешь, ну как ты могла? Я попробую аргументировать. Вот для этого я и развиваюсь, чтобы уметь аргументировать и в диалоге дать понять человеку, почему вот к ее мнению я все-таки, я прислушалась, но не сделала. Какая она, крымско-татарская семья, в сегодняшнем разрезе? Я так понимаю, не идеальная, не осознанная и, в общем-то, не готовая обсуждать свои проблемы. Так ли или нет? Я бы не хотела все обобщать, но... Ну, слушайте, судя по тому, я ж готовлюсь, я ж статистику смотрю. И на сентябрь 23 года на 6,5 тысяч браков у нас 4 с лишним тысячи разводов. Да, действительно, есть такая проблема, что нас больше волнует, как наш брак выглядит по форме, чем по содержанию. Это проблема. Нас очень сильно волнует форма. Ну, вот, что люди детей, скажут, что да. люди скажут, какая была свадьба, сколько человек позвали, что говорили после свадьбы и т.д. Конечно. Вот на форму, да, действительно очень много обращено внимания. И вот я, когда говорила про своего слона, если мне можно сегодня бить в одну точку, я вот буду бить за эту точку содержания, ту эмоциональную привязанность, тот эмоциональный союз, который образуется между двумя. И когда говорят, что ну, вот все крымско-татарские семьи одинаковые. Значит, одинаковые. У меня внутри протест, он обусловлен моим личным. Когда я шла в эту профессию, мне говорили, крымским татарам психотерапевт не нужен, куда ты идешь? Еще выскакиваете. Да, и выскакиваете. Да, зачем ты выбираешь такую сложную профессию? Вот, да. И тем не менее, я вижу, что, да, не мужчин, женщин намного больше. Мужчины, опять же, я храню врачебную тайну, но если уж можно говорить о чем-то, то вот о таких парадоксальных случаях мужчины, к сожалению, часто занимают в кризисные периоды очень оборонительную позицию, такую, знаете, что лучше я буду молчать, лучше я там, буду держаться,
ситуация. Жена как будто бы пилит до последнего, потом она уже собрала вещи, детей, уехала, он все молчит. Потом, ну я так это себе уже нафантазировала. Да. А потом, значит, они уже понимают, что все плохо, жены в доме нет, детей нет, они ищут помощь психотерапевта, значит, находят мой номер телефона, видят, что я... Идеальный вариант, вот, слушайте, видят, обычно берут букет и идут к двери. Вот, если по осознанных. Вы владеете гипнозом, вы можете вернуть мою жену. Серьезно? Да, дважды у меня был вот... Ну, это типа как раньше к гадалкам ходили, теперь гипнотизеры, да? Раньше? Да. Да, простите. Тоже статистика. Собственно, я хочу сказать, что вот если говорить о гиперболизированных случаях, да, вот такую какую-то брать ненормальную ситуацию максимально, то вот может быть так. А в большинстве случаев все-таки я буду настаивать на том, что брак поменялся, мы видим, как он поменялся. Но давайте будем честны, кого из вас насильно женили или выдавали замуж? Вот прям вы... Мы сейчас не про насилие, а про давление времени. Слушайте, я вышла замуж в 29, я считаю, я поторопилась. Серьезно. Неплохо, да. Ну вот я к тому, что на самом деле мы сами выбираем своих партнеров. У нас есть какие-то собственные критерии выбора. Но в то же время все это решаемо, все зависит от желания двух партнеров настроиться друг на друга, быть достаточно эмпатичными, чуткими, внимательными. Сейчас кресло подпрыгнет. Вот насколько люди могут узнать друг друга достаточно, ну, качественно, так скажем, если они идут к психотерапевту, когда они уже разводятся? Как раз-таки это замечательная возможность. Нет, именно... Я вот говорю о том, что у нас многие пары не понимают, они не знают человека, за которого они выходят. И не пытаются даже Да, и узнать. не Ну, пытаются даже узнать. если Поэтому вы и знаете, разводятся. давайте будем честны. Вот я, Ну, если вышла развода. замуж, допустим, 20 лет, допустим, это не мой случай, но если я вышла замуж 20 лет, я 30-летняя, ну, уже несколько иная личность, и мне нужно с ним... Вы знаете, когда любовь, морковь, там возраст уже не имеет Мне значения. нужно условно вот с ним, который тоже изменился в процессе, происходила определенная динамика. Если изменений. происходило. Да, это хорошо, если происходило. Ну вот мне постоянно нужно передоговариваться, почему я с тобой, почему Для этого и нужны мы кризисы. вместе. Да, и кризисы это замечательно. К успеху мы готовы, окей, да, к счастливым семьям, к бракам, а к кризисам мы готовы? К кризисам не Вы готовы. готовы к кризисам? У вас уже были такие Я Лим, эмоции? я 3 года в браке. Посмотрим. Но на Ну, вот самом как раз-таки деле... Но 3 года, очень да, это как раз хорошее кризисный время. возраст. Скажите о своем опыте. У меня был такой небольшой опыт брака по удаленке. Когда какое-то время я не находился дома, и этот момент, он как раз совпал вот с этим вот 3-годичным циклом, и достаточно близко было к кризису, потому что, ну, как сказать... Мысли появились. Да, 2 человека в достаточно долгом разрыве друг от друга уже, наверное, теряют вот этот ориентир, общие цели, теряют, ну, как-то даже на физическом уровне, где ты, для чего это все. И кризис этот мы пережили благодаря тому, что мы общались, благодаря этому прекрасному инструменту, который у нас есть. Интернет. Рот больше, Но это по-моему, чем очень важно. интернет. Вы сказали очень важные вещи. Да, действительно, ну, если уж на то пошло, то когда мы только вспоминаем своего любимого человека, у нас вырабатывается окситоцин. А уж тем более, когда мы его видим перед собой, мы можем с ним по видеосвязи общаться. На сегодняшний день браки спасают мессенджеры. Вообще, видео. расстояние — это, наверное, идеальная проверка. Да, это серьезная проверка, и это вот как раз диалог с самим собой. Почему я знаю, что я точно могу быть сама или сам, но я выбираю все-таки сохранять связь с тобой. Вот она, собственно, Ну, это ж история. недолгая история, она ж Да, надолго вот не дофамин, хватит. он как бы тоже долго не выделяется. Да, У нас и многие вот люди на все этом... больше и больше появляется вот эта именно зрелая связь. Ну, то есть она не столько дофаминовая, сколько у тебя все больше объяснений, почему вам нужно быть вдвоем, почему вот именно с этим человеком ты себя чувствуешь так, как ты чувствуешь. Ну, И тут там, включается, а что ты думаешь, а что ты читаешь, о чем ты живешь, да, а да, какие твои интересы, о чем ты Ты увлекаешься. познаешь себя. В первую первую очередь очередь себя. Да, вы знаете, я иногда привожу в пример, в таких вот разговорах привожу пример, ну, мы олдскульное поколение, поэтому смотрели фильмы с Джулией Робертс. Ой, ладно.
Да. Я вспоминаю фильм с «Убежавшая невеста», по-моему, Да, фильм да, по да. имени. И вот она познание себя начала с того, что какой вариант яичницы ей больше нравится. Так вот, я всегда говорю, что давайте сначала определимся, какой вариант яичницы мы любим, а потом уже делать какие-то серьезные шаги навстречу друг другу. И мне кажется, вот здесь вопрос про серьезные шаги и про то, кто мы есть, да, до Мы этих намного шагов. лучше узнаем в отношениях. В отношениях, да, но мы даже не отношения. думаем об этом. То есть на несколько шагов вперед мы об этом не думаем. И браки заключаются либо потому, что надо, да, либо потому, что какая-то эмоциональная дофаминовая история. А почему не думаем? Кто дает нам думать? Смотрите, я расту, я ребенок. Я пришла к своей маме или папе, я спросила, хочу вот это. Эй, подожди, я что-то принесла, а вот мне вот это нравится. Ой, слушай, иди, убери свою вот эту ерунду. Мама, папа постоянно заняты. Мама, папа эмоционально незрелые, к сожалению. Они не могут даже контейнировать элементарно твои эмоции для того, чтобы ты понимала, а что ты чувствуешь. Ты орешь, а ну рот закрой. Ты злишься, нельзя злиться. И ребенок такой, ничего нельзя. Если я злюсь, я плохой. Если я хочу плакать, что-то со мной не то, все от этого напрягаются, да, я опять плохой. И вырастает взрослый, который понятия не имеет, кто он, что он чувствует, что он должен чувствовать, как он должен реагировать на эмоции другого человека. Элементарно, как он должен реагировать на эмоции мужчины и женщин. Из-за того, что я не понимаю своих, я не пойму его. А наши эмоции, мы разные. Как бы там кто ничего не говорил, мужчина и женщина, они очень разные. Конечно. И отсюда начинаются вот эти вот все проблемы. И я не могу принять его инаковость, потому что я даже не могу принять себя. Я не соответствую. Мое внутреннее, что прорывает, а у меня прорывает 33-40, кризис среднего возраста, самое шикарное время для препровождения наедине. Вот. И когда тебя начинает прорывать, ты понимаешь, что то, что внутри тебя что-то рвется, не то. Ты к этому не привык. А то, к чему ты привык, оно не удовлетворяет тебя. Ты понимаешь, что ты как будто саморазрушаешься. И я вообще очень люблю кризисы. Я к чему это все вела? Чтобы вы там себе не не представляли, кризисы пробуждают эмоциональность. У нас приходят клиенты 40-летние, вот когда кризис стукнул уже так, что некуда деваться, значит, приходят, и ты начинаешь копаться, люблю детство, вот, и ты начинаешь копаться, привет психоанализу, когда ты вдруг понимаешь, что человек не прошел кризис 3 лет, кризис 5 лет, 7 лет, подростковый возраст, и пошло-поехало, и он насобирал в банку, красиво, ленточкой перевязал. К 40 годам пришел. Почему, если вы посмотрите статистику по России, самое большое количество разводов выпадает на 40 лет. Банка взрывается. Моя внутренняя консервная банка, куда я это все упаковывала старательно, она просто бабахает. И рядом не остается места никому, я сжигаю все, потому что мне больно. Я не знаю, что с этой болью делать, кому ее отнести, поэтому, пожалуйста, еще раз скажу, позвольте мне прорекламировать всех психологов, просто идите, вот болит, вот не понимаешь себя, не знаешь, куда себя деть, не понимаешь, почему ты прилипла к мужу и не даешь ему свободу, не понимаешь, почему тебя бесит хайнана, да? Пойди к психологу, разберись. Это несложно на самом деле, если ты этого хочешь, если ты хочешь нормальной, качественной жизни. Но я хочу немножко сказать по поводу «семья, ячейка общества». Мне немножко резанула вот эта фраза, потому что я по-прежнему считаю, что семья – это ячейка общества. Потому что, смотрите, общество – это, по сути, вот семьи вот так соединенные. Почему сейчас кавардак нас кидает из крайности в крайность? Потому что мы вообще не понимаем, нужна семья или нет, что она нам дает, что она не дает, как удовлетворять свои потребности, как не удовлетворять. Что дает семья, самое главное. Она нам дает некую опору, фундамент из ценностей, традиций, которые, конечно, в соответствии с новым временем мы должны немножко трансформировать. И здесь опять привет кризис и правильное его прохождение. Вот. И когда мы трансформируем, наши какие-то традиции, устои, они тоже немножко меняются, нам становится лучше. Мы более адаптированы под новое время. Но для этого нужна семья. Ты без семьи не выработаешь эти семейные ценности, очень важные, по которым формируются и социокультурные ценности. Ты вышел из семьи, ты вошел в социум. А что с этим социумом делать? А что я от него беру? Что я ему даю? Как мне отношения с ним связывать? Здесь важно, знаете, 2 момента. Первый момент – доля общества в твоей семье и доля семьи в этом обществе. Да? То есть утихомирить или определить эти границы. Да? Как в Советском Союзе не надо. Вот я про это. Как на некоторых
мозгом еще как там. в некоторых народах, как я сейчас и не буду называть, когда хайнанас стоит со свечкой в спальне детей, тоже не надо. Это уже, конечно, трэш, но это опять мы люди крайностей, да. Вот. Но все-таки я хочу сейчас коснуться такой темы. Семья, помимо прочих вещей, держится на интимной связи мужчины и женщины. Мы не можем этого не коснуться. Мы пришли к самому интересному. Да, и смотрите, у нас сегодня идет такое вот просвещение свободных отношений. Ты можешь попробовать, ты можешь там, тут походить. Ну, вообще, когда вот пробуют, меня это как-то, знаете, немножко дискомфортит. Ну, я же не водичка меня пробует, да, во-первых. А во-вторых, в основе интимной близости, вот само слово «близость», ты не можешь полностью удовлетворить вот этот свой инстинкт, свою потребность, если у тебя нет определенных чувств к этому мужчине, если у тебя нет очень важной вот этой связи, если ты его не знаешь, если ты не испытываешь с ним безопасность, если ты не понимаешь, что, ну, в конце концов, я за мужем. Для женщин это очень важно. Давайте начнем с того, я просто давайте, невоспитанная. Да. У нас, кажется, вот вся эта интимная история близости, она очень-очень такая нелегитимная, любимое мое слово. Почему? Потому что это все относится к тому, что о чем нельзя говорить. Такая, знаете, коробочка с надписью «Айпщей». Да? То есть это не про... Это где-то за пределами, в темной комнате, и обсуждать это нельзя, и даже друг с другом это редко обсуждается. Да? Почему? Потому что, кажется, что это как-то само собой разумеющееся. Вообще, интимная близость – это про получение удовольствия. А удовольствие в нашем обществе, нельзя получать удовольствие от жизни. Как-то вот мы должны все время выживать, ставить цели, добиваться. У нас какие-то вот мега-задачи, мега-стратегии, мега-тактики и так далее и тому подобное. И вот место этой близости не остается даже внутри каких-то вот отношений. Я не обобщаю, у всех по-разному это все происходит, но насколько, скажем так, насколько мы готовы к тому, чтобы получать в браке удовольствие. Это, во-первых. Второе, что я хочу вынести на обсуждение, смотрите, так получается, не у всех, но тем не менее, мужчины обычно у нас приходят с опытом в брак, а у девушек обычно этого опыта нет. И вот как быть здесь? Да, кто здесь будет нести ответственность, кто будет брать на себя эту историю про просвещение друг друга, да, и про нахождение каких-то, условно говоря, какой-то гармонии в этих отношениях. Правда, неважно, сколько было партнеров у мужчины, это не делает его каким-то невероятно опытным. И у женщины, соответственно, если не было партнеров, вот есть ты и он, у вас есть союз, и то, насколько в этом союзе вы достигнете вот этой близости определенной, собственно, с годами у вас и появится качество. И это не будет с первого волшебного раза. Это работа. Вот. И, собственно, здесь я бы еще добавила, исходя из своего практического опыта. Смотрите, когда ко мне приходят семьи или приходит только одна жена, потому что женщины все-таки чаще бьют тревогу. Я буду называть вещи своими именами. Женщины чувствуют, что все плохо, она попыталась своими силами, она пойдет к специалисту. И когда ее специалист спрашивает, как вы оцениваете удовлетворенность своим браком? Есть 4 важных критерия. Да? Это удовлетворенность финансовая, насколько вы чувствуете себя в этом союзе в безопасности, как у вас решается этот вопрос, дайте оценку. Это удовлетворенность бытовая, насколько вам просто комфортно с этим человеком в быту. Ну и, конечно, самое главное – это эмоциональная связь и сексуальная связь. И для женщин, на самом деле, вот эти 2 критерия очень взаимосвязаны. Если мы не будем вешать на мужчин ярлык, что для них не важно, это абсолютно, но у женщин все-таки эмпатия больше выражена, вот эта настройка, связанная с эмоциональной связью с партнером, и, соответственно, удовлетворение интимной жизнью больше выражено. Соответственно, если с эмоциональной жизнью все плохо, соответственно, плохо и сексуально. Здесь будут низкие оценки. И когда есть такой миф в обществе, что женщинам важны деньги. Вот сколько у меня было случаев в большинстве. Это мнение мужчин на женщин? Условно, да, что как будто бы для женщин очень важна финансовая составляющая. Вот прям крайне критически важно. Если ты ничего не можешь предложить, значит, там союзу не быть. Так вот, сколько бы ни было женщин, и когда мы, обсуждая как возможный вариант развития событий их брака, мы говорим, что если бы чаша весов финансовая перевешивала,
да, вот вы настолько удовлетворены финансово, все очень хорошо, а вот эмоционально и сексуально, соответственно, страдают. Что бы вы выбрали? И женщины всегда говорят, что они на это не согласны. Уж лучше будет эмоционально хорошо, финансово плохо, но вот эмоциональная связь для них невероятно важна. Чувство безопасности, защищенности, близости, настроенности друг на друга, что ты значима для человека. Вот это не заменит никакие деньги, вот, и никакой Что мужчина в браке комфорт. ищет или в отношениях с женщиной? Вот эти вот индикаторы. Нам тоже важно. Чего вы так нас... Нет, ни в коем Не, я случае. шучу. Вообще, если говорить об интимной близости, давайте вернемся к началу. У нас самого понятия сексуального образования отсутствует. У нас некоторые люди приходят в брак, и мужчины тоже. И мужчины тоже абсолютно не понимают, что это вообще за процесс такой. Он вообще зачем? Да, благодаря для чего? Это вот Тут просто надо разграничить опыт и сексуальное воспитание. Это Да. чуть-чуть разные вещи. Разные истории. Да, это просто про название... Опыт может быть разным, Да, кстати. опыт абсолютно разный. Да. Это, понимаете, это те темы, которые даже среди женщин между собой тяжело это обсуждаются. Да. То есть она все равно это скрывает. Это как даже с подругами девушки, наверное, не хотят. Они начинают копаться в себе. Со мной что-то не так, я что-то. Потом начинают стараться это исправить. А на самом деле проблема там, как сказать, 5-минутный разговор может все решить, на самом деле. Исправить ситуацию. Но у нас и мужчины не всегда готовы услышать эту информацию от жены. Конечно, Ему конечно. кажется, что, Потому что он плохой. У него все хорошо. Да, У него же опыт там. Поэтому к семейному психологу. Есть такое. Да. Ну, к Без семейным этого психологам, кстати, я не знаю, могу ошибаться, это я не слежу, но чисто по ощущениям за последние 5 лет, среди моих знакомых начали ходить кто-то. То есть тенденция, наверное, Да, как-то... есть. Нет, тенденция есть определенная, и это слава богу, что называется, потому что без этой помощи мы точно не выберемся из того Раньше архаичного состояния, в Какой котором мы были. психолог это? Я что, больной, что ли? Психолог. Такое отношение дурацкое. Про название передачи «Супружеский долг». У нас некоторые реально думают, что это процесс, который надо совершить. Долг. Долг. Я сейчас пойду. Это как родине долг. Отработаю. Соответственно, оба чувствуют себя в конце изнасилованными. Если уже Потому что назвать вещи отработали, своими да, именами. работа. Я не думаю, что всегда у всех все так плохо. Мы не про плохо, мы про Я не эмоции. обобщаю. Да. Я говорю о том, что я думаю, что все-таки большинство, наверное. Я считаю, что вот эту тему воспитания обязательно нужно затронуть, и не только с позиции того, как я говорю со своими детьми, но и как я эмоционирую, когда происходит, вот эта тема поднимается в семье. У нас как раньше было? Мало того, что в Советском Союзе ничего не было, Секса нет, но дети есть, да. Вот, так еще, не дай бог, ребенок задал бы какой-нибудь вопрос. Там мать в обморок падает, отец просто за стенку прячется. И ребенок эмоционально это считывает. Что-то плохое. Что-то плохое. И потом, когда начинается у тебя у взрослого интимная жизнь, да, ты... Что за бред вообще, да? Что я здесь делаю? Теперь дальше. Когда ребенок, у него есть определенный возраст, да, когда ребенок там 5 лет, первый вопрос: мам, а откуда я появилась? Мама вместо того, чтобы нашатырь, нюхать, да, нашатырь, она должна открыть, там, я не знаю, тот же YouTube, открыть прекрасный вебинар есть на эту тему. Как говорить с ребенком про это, да, и начать с ребенком об этом разговаривать. Когда у тебя эмоционально сложилось восприятие, что интимная близость – это что-то плохое, порочное, то, о чем не принято говорить, тебя не научили этому всему, а тут еще не забывайте, мы живем в век интернета. Либо ты будешь говорить с ребенком, либо интернет. Это не Советский Союз, когда там мальчишки во дворе там ха-ха-хи-хи что-нибудь придумали. Нет. Ты откроешь, ты посмотришь весь процесс рождения детей. И вот то, как это на психике скажется, и как это ломает детей, вот об этом нужно говорить много, громко и постоянно. Когда-то я публиковала несколько постов в социальных сетях на тему, да, что мы должны обучать детей говорить об этом. И мне регулярно прилетало: сами, вот она замуж выйдет, она узнает. Она не узнает. А если он незаботливый? А если ему не рассказали, как это у нее устроено и как это может повредить? Это травма на всю жизнь. И потом без психолога ты ничего с ней не сделаешь. Женщина, вот эта вся тема фригидности и так далее. Друзья мои, фригидная женщина в большинстве случаев становится из-за вот этой травматики. Она закрылась, и вот без эмоций дальше все. Эмоционально она не может доверять, потому что именно мужчина, это будет с каждым мужчиной. Она берет собирательный образ. Мужчина меня так травмировал,
И все. И это закрепилось. И это передастся детям. Вы правильно сказали по поводу того, что если ты не успеешь рассказать, то расскажет интернет, либо сосед условно. Со свободным интернетом у нас молодое поколение намного раньше узнает обо всех этих историях. И если сознание ребенка еще немного не готово, то оно отпечатывает, возможно, абсолютно другой слепок. Я, допустим, условно говоря, вот мы с Алимом ровесники, по 30 лет, и лет с 15 мы видели, как вели себя 30-летние. Сейчас мы видим, как ведут себя 15-летние. Мы можем проанализировать этот участок, период. И, допустим, молодое поколение, насколько я замечаю, оно, вот, допустим, мальчики, крымские татары, абсолютно по-другому относятся к девочкам, крымским татарам сейчас. То есть это тенденция. По-другому это как? Наверное, По-другому. то, что более объективизируют женщин, да, что... Мне кажется, Я бережность думаю, пропала. какие-то, требования увеличились. То есть сейчас, допустим, если раньше, как ее качество ты выбирал, какие-то 5 условные 5, сейчас, наверное, это мое наблюдение. Я не знаю статистику, могу быть необъективен. Но мне кажется, требования, особенно к женскому полу, увеличились. Потому что, давайте честно, в любых мужских компаниях, где первая тема футбол, вторая автомобили, и обязательно условно 10 минут мужчины тратят на... Как я вам благодарна, что вы это... Это нормально. Это нормально. Это правда, нет, это правда. И какие у нас крымские татары девочки стали сейчас. Давайте тогда углубимся в этот вопрос, а кто их такими сделал? То есть, а что у нас вообще мужской пол испытывает в период 15-20 лет? Вопрос дозволенности. У нас так или иначе, вот недавно мы сказали, что в большей части все-таки в брак вступают мужчины с опытом, а требования к девушкам, в отсутствии опыта. Но, кстати, тут есть обратная сторона монеты. Я слышал женскую сторону, женское мнение этой стороны. Многие девушки все-таки хотят опытного мужчину. Это тоже надо признать. Речь не об этом. Речь не об этом. Речь не об этом? Да. О двойных стандартах. О двойных стандартах, да. Мы начали вообще с сексуального воспитания, с полового воспитания. И форма подачи воспитания – это уже другой разговор. То есть есть давно придуманные схемы, когда, условно говоря, вот, допустим, я не знаю, какие-то одноклассники мои рассказывали, когда родители стеснялись что-то о чем-то говорить, сажали какую-то тетю, которая рассказывала, смотри, 10-летнему племяннику своему и так далее, и так далее. У нас у крымских татар это триггер, так или иначе. Форма подачи может быть абсолютно разной. Но вот общая мысль, я согласен. Если ты упустишь какой-то момент, интернет это сделает вместо тебя. У нас и замалчивается все. Да, и это будет уже немного искажать твое будущее. Да. Вот вы сказали очень интересную вещь про то, как, скажем так, какой образ формируют подростки, да, по отношению к девушкам, к девочкам, и наоборот, у девчонок тоже какие-то разговоры есть, и тоже формируют какой-то образ. Вот об этом хотелось бы поговорить. Почему? Потому что, у меня дочь подросток сейчас, да, и, соответственно, это возрастная группа у меня в объективе. Интернет не только полезная вещь, так скажем. Да, я замечаю вот ту самую объективацию, да, то девочка должна быть стройная, красивая, с длинными либо не длинными волосами, то есть на девочку смотрят как на предмет, на вещь, которая должна соответствовать каким-то стандартам. Возможно, у девчонок такие же, да, требования, то есть мальчик должен быть таким и вот таким, да. Насколько это... У меня сейчас в голове промелькнула мысль, что вот сейчас Рисмаль Ханум сказала о том, что женщинам все-таки не важна финансовая часть, важны эмоциональные и интимные связи. И в то же время у нас запросы у нынешних девушек. А что, сколько он вообще работает? Кем? Зарабатывает я сколько? думаю, это и это дурацкий стереотип. Лезет, вот этот вот, да. Давайте реально смотреть на наше время. У нас время инфантилизма.
без ответственности. И если я выхожу замуж, и мой будущий супруг целыми днями лежит на диване, и папа его возьмет за ручку, отведет, иди туда поработай, и потом, когда папа, мама не будет, кто будет его водить на работу? Совсем крайний случай. Так, а это есть. Поэтому Есть, и девушки есть. меняют свои требования к мужчинам. Раньше был рай с милым в шалаше, а сейчас, да, я хочу понимать, если он работает, если он способен без мамы и папы сам найти себе работу, сам заработать, я могу на него положиться. Ну, друзья мои, мы в браке в любом случае где-то в чем-то должны положиться друг на друга. Мужчина на женщину, женщина на мужчину. Это взаимообмен абсолютно нормальный. Но если мы будем говорить про близость, все равно близость важнее. Если мой мужчина не лентяй, если он понимает, что он несет ответственность за свою семью, но он болеет, или там какой-то кризис, и реально сложно найти финансирование, там, работу. Пожалуйста, я прекрасно проживу этот кризис рядом с тобой. Более того, я рядом буду. Я буду мотивировать, поддерживать. Мотивировать выкиньте из головы. Я буду поддерживать, да. Я буду как-то слушать тебя, твои мысли, твои эмоции. Но я не буду тебя пилить, потому что я знаю, что ты не ленивый, ты не диванный тюлень. Мы опять ушли в деньги. Нет, я про близость на первом месте. Я думаю, это не про деньги. Я думаю, женский пол смотрит под призмой не бумажек, а вот именно надежности. На самом деле мы смотрим... Так мы же детей рожаем. Девушкам нужно спокойствие. Это не только девушкам. Давайте так, у каждого Всем человека Всем есть нужно. две потребности. Потребность в безопасности и в чувстве собственной значимости. И когда мы создаем семью, да, мы все время проверяем, я достаточно ли в безопасности с тобой, и достаточно ли я чувствую свою собственную значимость для тебя. И, собственно, вот вокруг этого всего все танцы наши ведутся. И у кого-то эти танцы здоровые, позитивные, а у кого-то, к сожалению... Слушайте, И я вот сейчас здесь про задумалась. зрелую любовь. Извините, я тоже перейду вашу привычку. Хорошо. И вот здесь вот как раз-таки про зрелую любовь. Смотрите, когда танец классный, что такое зрелая любовь? Это когда я понимаю, что у моего мужчины есть футбол. То есть у него есть элемент свободы. И у женщины мой мужчина понимает, что у меня тоже есть элемент свободы. Без вот этих элементов свободы саморазвитие невозможно, в принципе. А липучесть, которая сегодня как раз-таки всюду, да, вот она мешает развиваться, она мешает заниматься собой, познавать себя. Нам не нужно отношения на расстоянии. Для того, чтобы познать себя, читать, как вы перечисляли, нам нужно предоставить друг другу немножечко свободы. У нас же с этим очень плохо. Очень плохо. Вот об этом я и говорю. Научитесь уважать другого человека. У мужчины право, уж простите. Это очень важно. Право на рыбалку, на футбол и прочие вещи может быть, а женщина и женщинам должна. тоже. Более того, если вы послушаете психологов, которые работают с детьми, с мамочками сразу после родов, да, у которых там перинаталка, они вам скажут, что любой женщине и ребенку категорически противопоказано 24 часа на 7 находиться с младенцем. Это вредит в первую очередь ребенку. У нас раньше были расширенные семьи, у нас раньше были бабушки, куча поколений. Женщина родила, бабушке дала и пошла. У нее жизнь социальная не менялась, рабочая не менялась. У нас сегодня по-другому. Женщина в вакууме, женщина 24 часа на 7 с ребенком, у мужчины ничего не изменилось. Вот первый кризис. Почему так много разводов после ребенка, рождения? Женщине нужно 2 выходных. Вот смотрите, как мужчине понять вообще, что нужно женщине? Посмотрите на свой рабочий график. Вы отработали, вы пришли, у вас вечером свобода. Неправильно. Вы пришли, и вы включились вместе с женой в воспитание, общение с детьми. Какой там телевизор? У вас есть 2 выходных в неделю, у женщины должно быть 2 выходных в неделю. Вы либо помогаете ей это делать, либо вы даете ей деньги или хотя бы просто одобрение. И она находит себе помощников, которые будут ей в этом помогать. Не нужно обращение к женщинам, требовать от мужчин: дай мне вот это все. Пойди возьми. Но с ним сначала договорись. Опять же, род, коммуникация. Договаривайтесь, объясните свои потребности. Объясните так не криком и истериками, а так, чтобы он действительно понял какими-то конкретными примерами, почему тебе без этого плохо. Врачей, кстати, приведите в пример. С потребностями женщин определились. Потребности мужчин в браке. Потребности или, я не знаю, обязанности мы как-то более или менее понимаем. Да? У нас обычно мужчина-добытчик, хотя эта формула тоже уже давно не работает. Нет, наверное, работает. Добытчик? Наверное, мужчина-добытчик все еще работает, скорее всего, да. Мне кажется, в современном мире, когда условия усложняются, и я правила. думаю, позиция женщины изменилась в плане, сейчас и женщина немного стала добытчиком. Мужчина все-таки... Больше?
Иногда даже больше. Да, ну, позиция мужчины у нас осталась такие такой. смелые гости, они вот именно болезненные темы смело поднимают и говорят. Мы с Алимом коллеги по работе, мы буквально недавно, кстати, некоторые темы тоже обсуждали, и, ну, не знаю, мы не готовились. Ну, вот я В хочу этом и сказать, что прелесть. вы же обозначили очень важные моменты. Смотрите, действительно, очень большой процент разводов именно не тогда, когда они жили вместе долго-долго и счастливо, допустим, 7 лет, они жили 8 лет жизни, а вот когда у них появился ребенок и первый год жизни с ребенком. И здесь тоже, опять же, каждый танцует свой танец, не всегда догадываясь, что в голове у другого. Допустим, женщина понимает, что она стала матерью, она всю себя посвящает ребенку и начинает подвыгорать в этом всем деле. А мужчина, понимая, какая ответственность, начинает все больше работать. Думаю, ну, если у меня ребенок, теперь нас двое, денег в семье меньше, ответственности больше, потребностей больше. Надо больше работать. И вот эта эмоциональная связь, о которой я пою с самого начала. Нарушается. Да, нарушается. Чем На дальше, самом тем деле меньше, да. они не перестали быть близкими друг для друга людьми. Они как будто бы вот цели семьи, да, вот как будто бы у них общая цель. Но на самом деле они ее понимают по-разному и выполняют по-разному. И вот здесь казалось бы, что ты от меня хочешь, я работаю, ну, там, чтобы у нас все было хорошо, а ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, а может быть... особенно, сесть и поговорить. Да, если есть... Опять о чем закипает, так что надо... Пожалуйста, давайте. Нет, я не закипаю. Я просто хочу добавить, сказать насчет относительно требований мужчин к женщинам. Скажу со своей личной стороны. Я лично пытаюсь построить такую семью, в которой я не буду требовать ничего от женщины. Чтобы это был более-менее, как сказать, равноценный брак. Я не хочу вот этих всех представлений о том, что убираться, готовить. Это все, как по мне, устарело. Машалла. Ну, А вот это вы ж там делать надо, говорите да, вы об аплодисменты. архаичных татарских семьях. Я поэтому Опять сижу же, и я не могу вам... понять. Нет, я их не защищаю. Я говорю о том, что это проблема, которую нужно проговорить. Вы сейчас говорите так, как будто у нас все такие Нет. понятливые и этот. А наоборот, мне кажется, что это нужно проговаривать, о том, что, Дуслар, это ненормально. Вот так ненормально. Я просто хочу сказать о том, что я, опять же, наблюдаю иногда некоторые семьи и браки, в которых Зачем женщина... посудомойка? У меня бабушка нормально к ставку ходила. И... Да. Холодной водой Нет, посуду даже мыла, не да. этом. Я имею в виду, что там женщина в семье, как личность, выросла и ушла уже значительно дальше, чем мужчина. А мужчина реально застрял на том периоде. Ну что, все? Ну я-то что, женился, хватит с меня. Я побоялась эту мысль озвучить, думая, что я оскорблю мужчин, но Ну, есть это такое правда. ощущение, Это- что это- женщины быстрее развиваются и готовы к каким-то трансформациям, потому что они изначально готовы При идти в этом, чужую при семью, всем, а мужчина остается на том же Трагедия этой месте. ситуации в том, что со стороны это видно. Женщина ушла как личность дальше, а мужчина при этом, оставаясь на месте, требует от нее: готовь, убирай, иди себя как женщина. Там пытаются как-то на нее давлеть вот с этих старых, вот этих, как сказать это, Позиции. позиций, да, патриархальных позиций. И это выглядит уже настолько неловко. Тебе неловко за этим наблюдать. Ладно, если Слушайте, это в неловко, исламской но- же, вот в исламе, мы же никях читаем. Никях — это же в переводе договор. Супруги должны именно договариваться. Вот то, о чем говорится. Да? То есть если ты понимаешь, что мир изменился, женщина может уже очень много чего может, она может двигаться вперед, развиваться, работать, договаривайтесь. В основе любого брака только договор. Это команда. Это не... Как это называется? Не конфронтация, да? не бои на ринге. Мужчина и женщина, в принципе, конфронтировать не могут. Они очень разные. И они должны только договариваться. Слышать друг друга. Давайте пользоваться ртом. Не эмоциями. Давайте разговаривать. Не умеете разговаривать, серьезно, семейные психологи у нас есть хорошие, классные, которые посадят тебя, и вы будете разговаривать друг с другом экологично, проговаривая каждую проблему, давая возможность высказаться друг другу. Вам подскажут, направят, так, чтобы вы правильно друг друга услышали. Семья — это же, если говорить про ответственность не только друг за друга, но мы же ее делаем для чего? Чтобы еще и детей родить.
В этом и вся ответственность, да? Вот. Почему? Потому что мы в семье у нас появляется то будущее поколение, которое завтра создаст новую семью. И на Такую тебе, же, как у на тебя. Абсолютно. С теми А же мы-то травмами, хотим с теми же по-другому. болячками и прочими вещами. А мы хотим счастья для детей. А мы хотим счастья. Но при этом не готовы учить И этому привязываем их счастью. пуповиной к общаться. себе ближе. И мы не готовы общаться. Воспитывать надо. Ремнем. Да. Счастливый брак, он вообще возможен на таком большом расстоянии? Я честно скажу, идеальных браков не видел, но счастливые видел. И мне очень понравилось мнение, я еще был малой, но как-то запомнил. Мне очень понравилось мнение одной пары, это Хартана и Харбуба были, не мои. Они чуть больше 70 лет были в браке, и мне очень понравился их ответ. Когда меня спросили, как? Ну, все на тот момент отзывались о этом браке, что он действительно был счастливый. И мне так понравился их ответ. Они сказали, что в семейной жизни, в любви, вот ты должен периодически снова влюбляться в своего партнера. Мне очень это понравилось. Я думаю, это, наверное, какой-то ключ к успеху. Что ж, мне кажется, эта тема, она может быть безграничной, как и любая другая тема, которую мы поднимали у нас здесь в рамках проекта «Миркес». Мне кажется, она до конца не раскрыта. Тему близости мы до конца не раскрыли, тему воспитания сексуального мы до конца не раскрыли, но я думаю, у нас будет еще возможность поговорить об этом. Но самое главное, чтобы мы хотели бы сказать нашим зрителям, наверное, это то, что семья создается не для выполнения какого-то долга. Семья создается для того, чтобы мужчина и женщина чувствовали себя гармонично и комфортно в этих отношениях. Семья создается для любви. Çok sağ olunuz, görüşkенce.